За 375, против ни одного голоса, воздержались 57 человек. Госдума утвердила внесенную накануне президентом Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Новый премьер-министр поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры, отметил, что они поддержали прежде всего решение президента. В течение недели председатель правительства должен представить главе государства предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение 2 недель кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы, за исключением руководителей силового блока и МИД. Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультации с Советом Федерации. Совсем недавно, в соответствии с Конституцией, правительство отчитывалось о результатах своей работы за 2023 год, да и в целом за предыдущую четырехлетку. За этот период удалось существенно повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить координацию ветвей власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это позволило сформировать прочный фундамент для дальнейшего движения вперед, для достижения национальных целей, которые президент утвердил указом в день, кстати, своей инаугурации. Повышение уровня жизни наших граждан, формирование обновленной архитектуры экономики. Во время церемонии вступления в должность глава государства подчеркнул, что наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны. Основой работы правительства в следующие 6 лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которая нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать.